Меня зовут Нургана Висимханова, я являюсь сотрудницей Казах Геофизикс. Родилась в Восточно-Казахстанской области, на данный момент мне 28 лет. В 2014 году заканчивала Семипалатинский геологоразведочный колледж. В дальнейшем уже получила степень магистра в ВУЗе первого президента. Свою трудовую деятельность я начала в Кустанайской поисково-съемочной экспедиции. Занимала должность техника-геофизика полевого оператора. Мой первый опыт, непосредственно находясь в поле, было очень для меня это всегда было интересно. Также являлась я единственной девушкой в коллективе, в поле. Да, порой не всегда были какие-то условия, но тем не менее это было очень интересно. Ежедневно проводя измерения, мне всегда было интересно, что же мы получим дальше. И всегда хотелось побыстрее это увидеть в виде каких-то разрезов, карт. И тогда мы все данные передавали непосредственно в камералку, в офис в Кустанай. И вечерами я садилась сама, уже непосредственно строила карты, разрезы, просто ради такого спортивного, скажем так, интереса своего. Сейчас уже активно тружусь уже несколько лет в этой области. Мы с командой занимаемся магниторазведкой, электроразведкой различными методами, активно вводим, получается, аэрометоды вообще в нашу сферу, да. Также скоро мы планируем запустить аэрогамма-спектрометрию, то, что будет также новым в нашей вообще сфере деятельности, именно для Казахстана в целом. Очень радует, что вообще руководство компании именно ставит задачи таким образом, что ты постоянно развиваешься. Тем самым, получается, ты каждый день узнаешь что-то новое, это вообще заставляет твой мозг постоянно двигаться. Насколько бы порой было бы нескрупулезная работа, тем не менее приходится решать такие задачи, когда ты там с командой непосредственно садишься, ломаешь голову, приходишь какие-то получаешь, когда особенно результаты, это не может не радовать. Хороший должен быть непосредственный руководитель, который тебе направляют. Более взрослые люди, у которых имеют стаж. У некоторых стаж столько, сколько мне лет, да, допустим, в области геофизики. У таких людей учиться это дорогому стоит. В данный момент мы находимся на участке в Спасской международной зоне в пределах Коктас-Шарактинского кластера. Выполняем в рамках программы наземные магниторазведочные исследования. Площадь покрываем более 200 квадратных километров с детализацией масштаба до 5000. Съемки проводятся с помощью инновационного наземного канадского оборудования GSM-19, которое основано на принципе Оверхаузера. В советский период специалисты геофизики были на почетном пьедестале, так можно сказать. И сейчас миссия компании является возродить эту былую славу, чтобы нашу компанию знали и на международном уровне. В нашей компании оснащена различными техническими оборудованием последнего поколения, такие как вертолет, БПЛА, электроразведочное канадское оборудование, наземное магниторазведочное оборудование. Быть геофизиком – это очень интересная профессия, и ее смысл – это измерение физических свойств горных пород. В арсенале геофизиков огромное количество приборов и различных инструментов, с помощью которых мы можем измерять магнитное поле, электрическое либо гравитационное поле Земли. Сейчас мы находимся в кабинете геофизической лаборатории, где аккумулированы техническое оснащение нашей компании. На данный момент здесь что-то уже в поле, мы уже активно работаем. У нас уже 22 год, полевой сезон уже активно открыт. В руках у меня прибор КТ-20, с помощью которых мы можем в лабораторных условиях измерять сопротивление, поляризуемость, магнитную восприимчивость, плотность. У нас есть оснащенная своя лаборатория, где проводятся экспресс-анализы, с помощью которых мы определяем физические свойства горных пород, того же самого керна, каких-либо образцов. В современном, кажется, сейчас обществе не осталось род деятельности, где бы не работала женщина наравне с мужчинами. Поэтому почему бы не может быть геофизик женщиной, да? Порой женщина обладает именно усидчивостью, скрупулезностью, какой-то такой аккуратностью, что играет большим плюсом именно в моей род деятельности при обработке, когда ты работаешь с большими массивами данных, да, когда ты должен часами сидеть над данными очень и аккуратно, и сохраняя все в голове при этом, что не подвластно, я так считаю, что многим мужчинам. Какие-то ограничения только у нас в голове, поэтому если ты хочешь чего-либо добиться, то вперед.
Лично для меня именно работа в мужском коллективе, начиная даже вот с моего полевого опыта, когда я являлась единственной девушкой вообще в отряде, да, в поле, со мной как бы вообще, кто работает в геологоразведке, люди это всегда такие именно человечные. Они всегда готовы прийти тебе на помощь, как бы они всегда относятся к тебе как к дочери, к внучке, то есть как бы никогда я не встречала таких людей, которые бы, не знаю, гендерное какое-то неравенство, либо что-то в этом плане. Нет, наоборот, то есть я всегда чувствовала их вот эту теплоту и защищенность мужскую причем. Поэтому можно быть иногда слабой, но порой, допустим, сейчас, да, в рододеятельности, когда я уже стала каким-то начальником какого-то отдела, порой приходится иметь небольшую такую, скажем, железную хватку, когда надо говорить точно, ясно, без каких-либо там воды, намеков каких-либо, да, там. Поэтому мужчины это понимают, мужчины это прямолинейные, то есть это вот иногда в этой области надо это понимать. Дорогие милые дамы, поздравляю вас с весенним праздником. В этот весенний день хочется пожелать именно тепла, солнечного, тепла именно сердечного, чтобы, невзирая на рабочие процессы, вас дома всегда ожидал такой тихий оазис тишины и спокойствия.